Продолжаем рассказывать о самых заметных событиях. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. ЧП с летальным исходом на прииске одной из золоторудных компаний Якутии. Двоих рабочих насмерть придавило металлическим листом. Подготовка к новому учебному году и контроль ситуации с лесными пожарами. АСН Николаев провел совещание с главами районов. В память о видных деятелях прошлого исторический парк «Россия. Моя история» может обзавестись уникальным арт-объектом. Двое сотрудников погибли в ходе сварочных работ на прииске одной из золоторудных компаний Якутии. Она находится в 140 километрах от поселка Усть-Нера Аймиконского района. Во время сварочных работ произошел резкий хлопок, вследствие чего металлический лист сорвался и обрушился на работников, придавив их. От полученных травм мужчины в возрасте 53 и 61 года скончались на месте происшествия. Сейчас идет проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Следователям Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по признакам нарушений требований охраны труда по факту гибели двух работников прииска, расположенного в 140 километрах от поселка Усть-Нера. Мужчины выполняли работы по подведению отводной трубы к металлической емкости для хранения жидких бытовых отходов. Сообщение о произошедшем поступило в следственные органы около 16 часов 4 августа текущего года. На место происшествия выехал следователь Следственного комитета с сотрудниками полиции, а также специалисты золоторудной компании. Следователям проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты объекты, представляющие интерес для следствия. Опрошены очевидцы и другие работники артели. Количество лесных пожаров в Якутии за последние сутки увеличилось. На территории республики действует 83 природных возгорания. За сутки возникло 16 пожаров, 8 ликвидировано. Таким образом, площадь активного горения составляет 385 гектаров. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Момском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где зарегистрировано 40 очагов. Есть вероятность задымления более 20 населенных пунктов на территории 6 районов республики. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Средствами объективного контроля за сутки на территории Якутии отработано и исследовано 19 проб атмосферного воздуха на территории Мирнинского, Нерюнгринского, Тампонского районов и в городе Якутск. В связи с отсутствием умеренных осадков и учитывая северо-восточный и северо-западный ветер 4-8 метров в секунду, сохраняется вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Верхоянского, Среднеколымского, Момского, Усть-Майского, Абыйского и Тампонского районов. Глава Якутии АСН Николаев поставил задачи на ближайшее будущее перед главами районов. В режиме видеоконференц-связи обсудили ситуацию с COVID-19, лесопожарную обстановку и другие вопросы. Руководитель региона отметил необходимость продолжать работу по выявлению и локализации очагов коронавируса на местах. Также АСН Николаев назвал приоритетом для всех глав районов подготовку к новому учебному году с учетом требований Роспотребнадзора. Кроме того, он выразил благодарность руководителям на местах, всем службам и добровольцам, занятым в тушении пожаров. Илдар Хан дал поручение держать на постоянном контроле ситуацию с лесными пожарами, проводить разъяснительную работу с населением. Между тем, за прошедшие сутки в Якутии выявили 55 новых случаев коронавирусной инфекции, 41 из них в столице региона. Также заражение COVID-19 фиксируют в Верхневилюйском, Сунтарском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Хангаласском улусах. Все заболевшие госпитализированы, контактные лица выявлены и находятся под наблюдением. По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, становится больше заболевших COVID-19 среди людей старшего возраста. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, несмотря на то, что ситуация, как вы видите, по цифрам ежедневно улучшается, но тем не менее мы фиксируем большое количество заболевших сегодня уже другой категории лиц. Это хронические заболевания, это люди старшего поколения. Они протекают, у них заболевание протекает наиболее тяжело. У нас сегодня достаточно большое количество людей лежит на кислородной поддержке. Я хотелось бы обратиться к нашему населению, все-таки соблюдать меры предосторожности, безопасности, продолжать носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию социальную. Конечно, необходимо и заниматься дезинфекцией как в своих каких-то офисных помещениях, так и непосредственно в домах. Мы все время контролируем жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы они проводили дезинфекцию текущую в наших подъездах.
Но, тем не менее, необходимо и самим заниматься собственной безопасностью, максимально протирать руки, мыть руки, в том числе дезинфектантами. Это действительно дает очень хороший положительный результат, который мы видим в течение уже полугода работы с этой данной инфекцией. Более 260 случаев нападения клещей зафиксировали по всей Якутии. Исходя из данных Республиканского управления Роспотребнадзора, в Якутске зафиксировали 16 случаев, в Алданском районе 78, в Ленском 77, в Алекминском и Нерюнгринском районах 40 и 22 случая соответственно. В Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском и Хангаласском районах по 5 случаев, в Мирнинском районе 3, в Амгинском и Усть-Майском по 2, в Вилюйском, Чурапчинском районах по 1 случаю. Отмечается также, что с начала эпидсезона в регионе выявили 4 факта заболевания клещевым боррелиозом. Якутский зоопарк после пандемии коронавируса вновь открыл свои двери. Как и во всех предприятиях, здесь также соблюдаются меры безопасности. Социальная дистанция, масочный режим. Установлены автоматы по дезинфекции рук. Как сообщили работники зоопарка, учреждение открылось в прошлые выходные и уже вовсю принимает гостей. Посетители чаще приезжают семьями, особенно интересуются белым медвежонком, который появился на свет в начале этого года, а также экзотической птицей фламинго. Напомню, ее нашли в ноябре прошлого года на территории Нюрбинского улуса. Площадь зоопарка большая, это 140 тысяч квадратных метров, поэтому здесь удобно располагаться, отдыхать, на такой обширной территории. Посетители соскучились, конечно, по животным. Животные отдохнули во время пандемии, очень. У нас размножились различные виды в этом году. Северные олени, благородные олени-зюбры, видели, наверное, бизона, также корсаки, интовидные собаки, павлина в авиарии, павлинята, уточки, огори. Огорь — это такой оранжевая уточка, наверное, тоже видели. В Русском драмтеатре в Якутске сегодня встретились с ребятами, поступившими в театральный институт имени Щукина. Отметим, якутян в знаменитую «Щуку» отбирали впервые за всю театральную историю республики. Всего целевых мест было 5, из них 4 счастливых билета вытянули выпускники из Якутска, а 1 место досталось абитуриенту из Хабаровского края. Они будут обучаться актерскому мастерству отдельной национальной труппой со своим мастером и будут жить в общежитии. После окончания учебы будущие артисты вернутся в Якутск работать в Русском драмтеатре. Напомню, в прошлом году отбор проходил и в легендарную Щепкинку, так что через 4 года якутские театры пополнят новые профессиональные артисты. Мы все ребята, мы все счастливы, мы все этого долго ждали, мы об этом мечтали, мы ходили на занятия, мы представляли этот день, наверное, только в мечтах. И вот сегодня уже подписание документов, и мы просто на 7-м небе от счастья. Я всегда летчиком хотел быть, как говорится, случайно попадаешь иногда. А так, сложно ли быть актером? Это, наверное, да, конечно, с утра до ночи репетировать, на занятиях быть. Это затратно очень сильно и энергетически, и морально, и физически. Но, тем не менее, это, я думаю, того стоит. Исторический парк «Россия. Моя история» может обзавестись новым уникальным арт-объектом. Проект якутянки, сотрудницы музея, вошел в 5 финалистов всероссийского конкурса «Культурный след» и был признан одним из лучших. Новый объект станет дополнением к уже существующим экскурсионным программам, рассказывает Дмитрий Тымыров. На этом месте в скором времени появится новый арт-объект под названием «Здесь был», автором которого является победитель всероссийского конкурса «Культурный след» Лада Евсеева. Она является методистом музея «Россия. Моя история». И сегодня она с нами поделилась, для чего она придумала данный проект. На самом деле Якутск — это был какой-то невероятный сплав, такая точка путевая первопроходцев, ученых, исследователей. И на самом деле это мало кто знает. То есть ты говоришь, что здесь был Беринг, здесь был тот самый Рязанов из Юнона и Авоси, тут приезжал Гончаров, Короленко, Чернышевский, тут были такие мощные ученые. Как, правда? Я не знал, И я, когда водила экскурсии детей и взрослых по городу и рассказывала все это десятки раз, мне очень хотелось иметь какую-то такую стену за собой, наглядную, чтобы ты прям так махнул рукой на эти фамилии и показал, что вот смотрите-ка, ого-го, через Якутск такие люди проезжали.
Этой стены не было. И как раз в это время Лада Евсеева узнает, что начался прием заявок на всероссийский конкурс «Культурный след». И вот идея уникального арт-объекта получает надежду на воплощение. Ну вот он шанс, да, эту стену поставить. Как бы ни на что особо не рассчитывая, я описала свою идею и отослала. Участвовало, по-моему, несколько сотен заявок по России. Выбрали сначала 15 лучших, мы попали в шорт-лист. Потом нужно было поддержку в общественности. Нас поддержала архитектура, мэрия, совет по туризму, просто общественники, да, и горожане. И вот потом уже, опять же, московская комиссия решала, выбирала лучшую пятерку, и мы попали в эту пятерку. Минувшим днем высокое жюри в режиме онлайн начали подводить первые итоги конкурса эскизов. Каким именно станет будущий арт-объект здесь был, все еще остается тайной. Члены судейской комиссии до сих пор с выбором не определились. Они отмечают, конкурс «Культурный след» дает возможность малым городам и селам страны абсолютно бесплатно создать на своей территории памятник мечты. Именно такой, какой нужен жителям. Конечно же, интереснее всего устанавливать памятники, какие-то арт-объекты в небольших городах, где нет этих памятников и где действительно хочется, чтобы что-то появилось. Потому что если что-то придумывать для центра Петербурга или Москвы, то в этом нет большого смысла. Именно в регионах, именно в небольших городах. И что важно, местные жители, они обычно лучше всех знают, что им в их городах нужно. И поэтому инициатива, когда граждане сами провоцируют установку памятников, мне кажется, исключительно благоприятной и благотворной. Основные критерии – простота, доступность для большего количества народа. А самое главное, чтобы памятник действительно украсил и придал неповторимый шарм населенному пункту. Поэтому делать выбор приходится целой командой. Здесь учитывается мнение каждого, в том числе и самих жителей. Должно быть доступно, реально, не слишком заумно, а просто, естественно, но изысканно. Простота, как бывает, иногда величайшая. Иногда простота хуже воровства, иногда наоборот. Поэтому нужно, чтобы всем было понятно и желание у всех подойти фотографироваться, отметиться, сделать там рядом свадьбу, прийти подумать, поразмышлять. Как будет выглядеть будущий арт-объект в Якутске, узнаем уже через пару дней, когда звездное жюри сделает свой выбор. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.